У меня к вам вопрос, да, суровый, да? На сокрытие должна, да? В каком случае это было бы сокрытие? И чем доказывается, что это сокрытие? У меня, например, есть форма номер 4, как я зачитал, да? Здесь есть графа «судимость». И в скобках написано: в случае, если ранее имелась судимость, указать статью Уголовного кодекса, дату исполнения и погашения. Здесь вы написали слово «нет». Но в данном случае вы смотрите указать, что вы были ранее привлечены, судимы, и срок погашения судимости, если она погашена была. Поэтому мы считаем, что тем самым вы сокрыли наличие судимости вашей. Посмотрите, когда сокрытие? Вот я написал «нет», да? Но вы не отразили, что у вас была ранее судимость. Вы можете мне дать, вы мне дадите дадите доказательства? Я вас не перебивал. Хорошо? Вы же не в ГКН находитесь. А я пока еще депутат. Давайте по существу. Я обладаю независимостью и неприкосновенностью. Пожалуйста, послушайте до конца. Теперь, значит, когда факт сокрытия, там написано, есть судимость или нет? Я написал нет, потому что судимости нет. Судимости нет. Подождите. Судимость, сокрытие было в том случае, если я написал нет, а потом выявляется, что оказывается судимость есть. А судимости нет. Вот, пожалуйста, это о том, что судимости нет, вы сами сказали, что оно решением суда, решение суда говорит о том, что судимости нет. И везде, это еще с 20 числа, в 2020 году. Это было в 2020 году. И для того, чтобы потом, значит, сокрытие, это в том случае, если бы я написал нет, а на самом деле есть судимость, которую я скрыл. Понимаете? На самом-то судимости нет. В электронной информационной картотеке нет. Не зарегистрировано. Понимаете? И поэтому ваше о том, что только потому что, понимаете, то, что вы говорите, это вообще бессмыслица. Как я могу скрыть судимость, которой нет? Как я могу скрыть? Как я могу скрыть судимость, которой нет? Это у вас не вопрос, а выступление, да? Ну, это и вопрос, вот он пусть ответит, как я могу, который невозможно скрыть. Понимаете? Я считаю, что я ответил на ваш вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Просто у вас обоснование совершенно неправильно. Поэтому вот эти ваши обращения, мы же все прекрасно знаем, что сейчас давка идет со стороны ГКНБ только потому, что я посмел высказать свое собственное мнение по вопросам соглашения гражданства. Извините, это моя прямая обязанность. Я высказываю свое личное отношение, пользуясь неприкосновенностью и независимостью депутата, который защищается и Конституцией, и регламентом, законом о регламенте ГКН, и о статусе депутата, и другими документами. Там конкретно сказано, что независимость и неприкосновенность депутата защищена народом и государством. Понимаете, вместо того, чтобы защищать, вы меня неизвестно в чем обвиняете. Начальник отдела Сейтович Денис Хусейнович по собственной инициативе пришел, его пригласил я, потому что поэтому с его стороны никакого давления нет, это я ответственно заявляю. Нет, я пригласил его, чтобы он предоставил информацию, которая у них есть. Так что, если по что можно я еще дополню? Значит, здесь то, что касается отсутствия давления. Нет, давление идет не со стороны выступающих, а давление идет со стороны госбезопасности, ГКНБ, с организацией, со стороны конкретно Ташиева, там человек Кадышевича. И по этому поводу я уже написал заявление в прокуратуру, в котором я его с просьбой о привлечении Ташиева к уголовной ответственности. Потому что все его деяния, которые были совершены 19 числа, подпадают под признаки преступления, предусмотрены 5 статьями Уголовного кодекса.
Там, где принято от 5 до 7 лет с конфискацией имущества. Вот такие есть. Это серьезные должностные преступления. Это понятно. Это тоже, пожалуйста, имейте в виду. Ваше право, если вы помочь, а за что маслян тегрелде,